Мы продолжаем, вернее, завершаем наш видеосюжет на сегодняшний видеокомментарий, который посвящен системным евроцентробанкам и их политике и называется «Трудные времена для Центробанка». Сейчас четвертая, заключительная часть нашего видеоопуса. Недавно рынки облигаций стран Emerging Markets вздохнули с облегчением, узнав, что Ларри Саммерс, известный противник количественного совмещения, отказался от участия в выборах на пост главы Центробанка США, повысив тем самым шансы, склонные к стимулированию Йеллен. Однако европейские рынки пока стабильны, в первую очередь, а периферия Европы, что весьма удивительно. Эта доходность по десятилетним британским и немецким облигациям начала расти. Более того, Асмуссен вовсе не хотел никого напугать перспективой катаклизма и катастроф. Он просто рассуждал в свойственном немцам манере. Сначала обрисовать масштабы бедствия, потом объяснить, как его можно избежать. На последнем, еще не опубликованном исследовании Евроцентробанка подробно рассматриваются события далекого 20-летней давности 1994 года. Результаты анализа показывают, что из 10 крупнейших внутридневных восходящих движений по десятилетним гособлигациям США 8 были связаны с публикацией экономических данных лучше прогнозов. Иными словами, рынки беспокоились, что центробанки, ориентируясь на статистику, начнут ужесточать политику быстрее, чем следует. Подводя итог своего выступления в Брюсселе, Йорг Асмуссен подчеркнул, что центробанки должны как можно яснее и четче донести до финансовых рынков свою стратегию, чтобы никого не оставалось никаких сомнений и повода угадать на кофейной гуще. Еще одна рекомендация – жестко сдерживать инфляционные ожидания. Евроцентробанки и Банк Англии, собственно, уже укрепили свои защитные сооружения, готовясь к сворачиванию политики количественного смещения Федрезером. Оба центробанка ввели так называемое заявление о намерениях, чтобы ясно дать понять, что власти не спешат с повышением ставки. Отчасти им удалось снизить волатильность краткосрочных ставок, а также сократить диапазон ожидания по учетной ставке. Если бы монетарные условия выражали хрупкое восстановление экономики еврозоны, Евроцентробанк мог бы снизить ставку или продолжить новую программу обеспечения ликвидности европейским банкам. Тоже LDRO. Может быть на более длительный срок, чем предыдущая программа трехлетних займов, объявленная в конце позапрошлого 2011 года. Или на лучших условиях, или на условиях увеличения объема выдаваемых банками кредитов. Другая часть плана Евроцентробанка – улучшить процесс коммуникации путем публикации протокола заседаний. Раньше Евроцентробанк держал в тайне личное мнение отдельных членов управляющего совета, которые в большинстве своем являются председателями национальных центробанков еврозоны. Эта секретность была вызвана возможным политическим давлением со стороны национальных правительств на своих банкиров. По иронии судьбы и по слухам из Франкфурта, именно старейшие члены управляющего совета, которые хорошо помнят, что случилось в 1994 году, например, француз Кристиан Нойе и португалец Виктор Костанцо, выступают против публикации протокола. Но даже если Евроцентробанк начнет публиковать протокол, этого будет недостаточно, чтобы предотвратить беспорядки и преждевременный рост процентных ставок на финансовых рынках Европы. Исследования по внутренним связям на мировых рынках капитала, представленное на августовском саммите глав центробанков Джексон Хоул, профессором экономики Лондонской школы бизнеса Ален Рей, сейчас во многом определяют направление мыслей в европейских политических кругах. Профессор Рей выявила, как Федрезерв управляет глобальным финансовым циклом под влиянием интереса инвесторов к риску, который зачастую отражает неэффективное действие других национальных властей. Ее работа помогла понять, как мировым инвесторам следует воспринимать экономики стран Emerging Markets. Возможно, о ней думал Асмуссен, выступая на позапрошлой неделе. Он не единственный опасается, что континент попадет в ту же самую ловушку, что и 20 лет назад. Думается, впрочем, наличие изрядного интереса к этой теме в известной степени гарантирует Европу и страны Emerging Markets от рецидива 1994 года. Хотя, разумеется, Центробанкам придется потрудиться, обеспечивая теорию Асмуссена и Рей надежным базисом.